Здравствуйте. Я бы хотел получить кредит. Скажите, пожалуйста, что для этого нужно? Термин «кредит» происходит от латинского глагола credere, то есть верить, доверять. Кредит в финансовом смысле – это предоставление банкам-заемщику денежных средств на условии возвратности, платности и срочности. Главная цель любого банка, в том числе и государственного, это получение прибыли. Прибыль банки получают от финансовой операционной деятельности и, конечно же, от кредитования населения. Простыми словами, банк дает людям деньги в долг на определенный срок и начисляет к этой сумме процент, который и составляет его прибыль. Процентная ставка – это интерес банка, который закладывается в выдаваемые средства, которые клиент должен будет вернуть вместе с основной частью долга. Обычно она считается годовая, либо в месяц. Например, в России к телу кредита сразу начисляется годовой процент, и вся сумма делится на общее количество месяцев, в течение которых будет выплачиваться кредит. В нашей ситуации, если человек гасит денежные средства заранее, то есть в соответствии с графиком, как мы сейчас и выдаем кредиты, с изменением основной суммы долга изменяется процент, который платит человек. То есть, если человек взял 100 тысяч, он первый месяц платит 2%, например, 2% со 100 тысяч. В первый же месяц он уплачивает основной долг, в размере, например, 10 тысяч рублей. Тогда уже во втором месяце он будет платить 2% уже не со 100 тысяч, а с 90 тысяч. И, соответственно, ежемесячно будет уменьшаться ставка, которую он платит. Вот основная, например, разница с кредитами, которые выдаются в России, например, и с тем, что мы выдаем. Чуть-чуть больше в сторону людей. Хотя, может быть, и выглядит ставка, например, больше, чем в России, но по факту в пересчете в течение года становится понятно, что она намного меньше. Если у человека, например, появляются лишние денежные средства, и он может заранее погасить данный кредит, тогда ему вообще кредит очень недорого получается. Откуда берутся деньги на кредиты? Как правило, это остатки на счетах клиентов. Для абхазских же банков главный источник кредитования – это вклады граждан и компаний. Остатков на счетах люди практически не держат. И, в принципе, доходность не такая большая у людей. В основном это пенсии. Люди живут на эту пенсию, зарплаты, они живут на эту зарплату. Нет такого, что они зарабатывают какие-то излишние средства и могут долгое время хранить. Поэтому приходится депозиты использовать, а депозит – это уже достаточно дорогой ресурс. Банк не кредитует за счет собственных средств. Он обязан кредитовать за счет привлеченных денежных средств. Чем больше депозитов мы привлечем, тем больше мы сможем разместить в виде кредита. Таким образом, чтобы я взял кредит, к примеру, 1000 рублей, кто-то другой должен сделать вклад в банк на сумму не менее 1000 рублей. И чем больше людей доверят банку свои сбережения, тем больше в стране появляется возможности для кредитования населения. Статистика показывает, что за последние годы уровень доверия населения к банковской системе Абхазии значительно вырос. Клиент, когда обращается к нам и вкладывает денежные средства в наш банк, он должен знать, что данный банк, Сбербанк Абхазии, он является 100% акций наших принадлежит государству. Поэтому риски у клиента, связанные с возвратом своих денежных средств, они минимализированы полностью. Высокие проценты, которые выплачивает Сбербанк Абхазии по вкладам, действуют как заманчивое предложение для того, чтобы банк имел возможность кредитовать население. Учитывая то, что сегодня с наличностью есть сложности в Абхазии, поэтому мы покупаем дорогие деньги, люди не очень охотно несут деньги в банк. Под высокий процент больше приносят, больше оставляют, хотят больше заработать. Если депозит меньше будет, люди не оставляют средства, не приносят. В основном депозиты приносят достаточно обеспеченные люди, у которых это излишки средств. Они под эту сумму лучше пойдут и в бизнес какой-то вложат средства. Поэтому, если меньше сумма, то они тоже не держат на счетах. Существует прямая зависимость между процентной ставкой по вкладам и по кредитам. То есть, чем больше денег получит вкладчик в виде процентов за депозит, тем выше будет процентная ставка по кредитам.
Сбербанк Абхазии привлекает денежные средства под 18% годовых. Данная процентная ставка является одной из самых высоких вообще на территории Абхазии, насколько мы изучали рынок в данном случае, и также может быть одна из высоких процентных ставок в сравнении с российскими банками. Почему мы так смело привлекаем под 18%? Потому что и ставки по кредитам у нас, соответственно, тоже не маленькие. Разница между ставками по кредитам, соответственно, и по депозитам является той самой прибылью, которую получает банк. Чтобы клиенту было понятно, естественно, если процентная ставка по депозитам будет выше, чем процентная ставка по кредитам, то банк прибыль какую-то получить, соответственно, не сможет. Процентная ставка зависит от вообще кредитных ресурсов, имеющихся в банке. Если у банка есть средства дешевые, то он имеет возможность выдать сумму подешевле. Но в нашем случае, получается, у нас очень дорогие депозиты, поэтому банк считает уже, смотрит, какие у него есть возможности и, соответственно, выдает под ту ставку, которая выгодна будет хотя бы для текущей деятельности банка. Тем не менее, даже при такой высокой ставке в Сбербанке выстраиваются очереди за кредитами. Специалисты утверждают, что процентная ставка по кредитам в ближайшей перспективе снижаться не будет. В 2015 году государством была предпринята попытка создать льготные условия кредитования для малого бизнеса. В рамках государственной программы предпринимателям, занятым в сельском хозяйстве, выдавался кредит по ставке 6% годовых, но не все заемщики оказались добропорядочными. Люди отправили средства не на то, что обещали, не целевое использование, получается, средств было. То есть человек говорит, я буду там коров растить, доить, а на самом деле потом оказывалось, что они на торговую деятельность отправляли. Под торговлю у нас был, там, например, другой процент, 20% годовых, где 6, где 20, соответственно, люди обманным путем, получается, получили эти кредиты. После окончания договоров, то есть, так как это была больше государственная, например, программа, очень лояльно отнеслись к данным заемщикам, продлевают им. Если человек хотя бы платит, старается платить там, хотя бы проценты, тогда им продлевали сроки кредитных договоров. Кто-то вернул уже половину, кто-то еще больше. Но получается, что для того, чтобы какой-то бизнес вести, необходимы долгие инвестиции. В нашей стране, даже если у тебя есть какая-то идея хорошая, ее очень тяжело реализовать, если у тебя нет какой-то финансовой помощи от друзей или тех же родственников. То есть тот же банк к тебе обратиться очень тяжело, потому что они дают деньги под очень большие проценты, и ты понимаешь, какая бы идея ни была хорошая, то есть проценты нужно отдавать, и что произойдет даже хорошую идею, должно пройти 2-3 года, чтобы ты мог отбить свои деньги. А тут ты, считай, будешь работать на банк, зарабатывать деньги. В силу множества факторов в Абхазии мало свободных денежных ресурсов, и только доверие к банковской системе и как следствие рост объема денежных вкладов может повлиять на повышение доступности кредитов. Кредитный портфель Сбербанка или сумма остатков задолженности по всем выданным кредитам на 1 июля 2019 года составляет около 1,5 миллиарда рублей. Из них более 500 миллионов рублей – это так называемые безнадежные кредиты, выданные в основном до 2011 года. С прошлого года получить кредит в том же Сбербанке стало намного проще. Для сравнения, с 2011 по 2015 год банком выдано 136 кредитов на сумму более 45 миллионов рублей. С 2015 по 2018 год 3160 кредитов на сумму около 90 миллионов рублей. И только за один 2018 год было выдано 7827 кредитов на сумму около 600 миллионов рублей. Это стало возможным благодаря новым разработанным программам кредитования с учетом потребностей людей. Для того, чтобы клиенты или граждане Абхазии получили кредит, касающийся зарплатного, пенсионного и потребительского кредита, необходимо иметь при себе абхазский внутренний паспорт нового образца, а также быть клиентом банка. Касающийся физлица, юрлица и индивидуальных предпринимателей, для кредитования этих продуктов необходимо иметь также свидетельство собственности индивидуального предпринимателя, паспорт, и он также должен являться нашим клиентом банка. Что касается юридического лица, то же самое, свидетельство собственности, ННН, иметь счет
в Сбербанке Абхазии. Для того, чтобы получить кредит, плюс ко всему необходимо найти поручителей, то есть третьих лиц, которые в том случае, если кредитополучатель перестает нести взятые на себя перед банком финансовые обязательства, автоматически берет их на себя. Поручительство в Абхазии – явление относительно новое. В последнее время сократили риски в связи с тем, что мы стали брать поручительство в обеспечение. И в случае неоплаты с заемщиком мы уже на второй месяц списываем с поручителя. Поручитель несет солидарную ответственность, полную солидарную ответственность с заемщиком до полного его погашения. Клиенты после первого списания с поручителя, сами клиенты стараются сами уже приходить, несут ответственность, потому что очень много сталкиваемся с такой ситуацией, что действительно списываем с поручителя, но это у нас в автоматизированной системе. Там не так, как индивидуально кого-то мы хотим, не хотим или любим, не любим. Это у нас автоматизированная система, списывается на второй месяц с просроченных процентов. Для погашения тела кредита и процентов по нему клиент должен ежемесячно приходить в отделение банка по установленному графику. Бывают случаи, когда клиент, у нас есть, например, программа кредитования потребительского, если у человека даже нет карты нашей, но есть у него поручители, они берут поручителей и получают уже деньги налом. Вот, дохода у них в банке нет, поэтому они должны платить, приносить деньги сами. Но когда они, например, не приносят, тогда списывают деньги с поручителей. Мы несколько лояльно к этому отнеслись, дали им время, например, там около месяца мы их не трогаем. Когда списывают уже с поручителей, тогда люди приходят, начинают жаловаться, что как так, почему нас не предупредили, не списали. Вот, они рассчитывают, что там каждому из них позвонят и будут там упрашивать, видимо, я не знаю, чтобы они все-таки дошли. Сотрудники так делают, звонят им. Но когда частые такие случаи, уже денежные средства списываются после того, как они окажутся на счетах просроченных средств. То есть время платежа уже подошло, они не оплачивают, проходит около месяца. Если они опять не оплачивают, то со следующего поступления мы списываем средства. Вот, и страдают поручители. Вот, потом бывают люди, которые приходят и начинают попытки разборок каких-то. В случае, если кредитополучатель является клиентом банка и имеет карту, на которой ежемесячно начисляется заработная плата, погашение займа происходит автоматически. Прежде чем подписать договор, мы объясняем, что они несут солидарную ответственность, что срок, несмотря на то, что срок может истечь кредитного договора через год, несмотря на это, если заемщик не выполняет свои обязательства, поручитель все равно несет ответственность, несмотря на сроки вышедшие. Он до полного его погашения, это прописано у нас в договоре поручительства. Бывают, люди обманывают своих поручителей, говорят, что я все плачу, но меня на самом деле что-то не так банк делает. Потом они приходят, разбираются, и практически во всех случаях оказывается, что либо заемщик не оплатил средства, либо вдруг у него зарплата не пришла в один месяц, а он забыл, или ушел человек, например, в отпуск ушел. В отпуск человек уходит, у него деньги приходят, соответственно, отпускные, а зарплата уже не приходит. Когда он зарплату не получил, соответственно, в этот месяц он ничего не оплатил. Проходит целый месяц, он не оплачивает, потому что зарплату, он уже вышел на работу, но зарплату еще не получил. А поручитель уже получает свою, например, зарплату, пенсию, либо что это там может быть. И, соответственно, списывает с поручителя. А люди говорят, ну как так, почему с меня не списали? Не списали, потому что человек забрал заранее деньги. Банк имеет право на списание средств, а у заемщика есть обязанность по выплате. То есть надо все равно смотреть, чтобы все оплачивалось, следить. Бывает, что проблемы еще касаются того, что вот они поменяют место работы и не оповещают банк. И, соответственно, на ту карту, которая привязана к программе, не поступает денежная наличность. И когда не происходит списание с карты, происходит списание с поручителя. Помимо базовых кредитных продуктов, в Сбербанке предусмотрено кредитование и на более крупные суммы, свыше 500 тысяч рублей. Для получения такого кредита необходим дополнительный пакет документов и, самое главное, залог. Решение о выдаче принимает наблюдательный совет. В наблюдательный совет входят члены Национального банка и члены Сберегательного банка. Главным условием для получения кредита является залог и наличие поручителей. Потенциальный заемщик должен самостоятельно обратиться в независимую оценочную компанию для оценки имущества под залог и предоставить полученные результаты в банк. Банк, в свою очередь, конечно, оставляет за собой право
проверить объект, произвести натурное обследование объекта и проверить оценку, в том числе с привлечением своих должностных лиц и специалистов. Залог выступает тем средством, которое позволяет обеспечить основное требование банка о взыскании задолженности. По истечению 3 месяцев, если клиент не обслуживает свой долг, то в отделе экономистам составляется справка на физлицо и передается в юротдел. У банка возникает право на предъявление искового заявления в суд. В случае, если это индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, это арбитражный суд. В случае, если это физическое лицо, это суд общей юрисдикции. Факультативным требованием, наряду с требованием о взыскании долга, будет обязательно требование об обращении взыскания на залог. В случае удовлетворения исковых требований судом и по истечении срока, который отведен на вступление в законную силу судебного акта, банк получает исполнительный документ, в котором указано в том числе на требования об обращении взыскания на залог. И с этим исполнительным документом мы обращаемся в службу судебных исполнителей Республики Абхазия. С 2017 года в республике начала работать служба судебных исполнителей, на которую возложена задача по осуществлению принудительного исполнения судебных актов, в том числе по взысканию задолженности или изъятию заложенного имущества у должника. Сегодня, когда в силу определенных обстоятельств часть наших должников они не смогли вернуть долги, естественно, мы начали искать возможность заложенное имущество изъять у этих должников и принять на баланс государством, то есть через специализированный орган, который сегодняшний по нашему законодательству является госкомимуществом. Процедура такова, что залог подлежит реализации с открытых торгов, которые должны быть организованы на данный момент Государственным комитетом по имуществу и приватизации. Достигнута договоренность с руководством госкомимущества о том, что они будут принимать это имущество и реализовывать согласно нового положения, которое было принято в последнее время через Кабинет министров. В Государственном комитете по управлению госимуществом и приватизации нам сообщили, что соответствующие нормы приняты. Уже в ближайшее время комитет приступит к реализации изъятого у должников имущества. Есть люди, которые, заведомо зная, что к ним будут применяться разного рода санкции, для того, чтобы вернуть долги, они переписали свое имущество. Законом принято решение, статья 69 Закона об исполнительном производстве, где говорится об ограничении выезда за пределы республики. Статья, она, конечно, сложная. Для наших условий она на первом этапе сегодня применять его не получается, в силу того, что пограничные войска, которые должны обеспечивать на границе данный закон, в силу того, что не имеют технических средств, возможностей, они в сегодняшнем этапе не могут исполнить в полном объеме. На последнем заседании парламента была принята сейчас новая статья, 69-й прим., об ограничении специального права в отношении должников. То есть ограничить пользование водительским удостоверением. И я думаю, надеюсь, что этот закон вступит в силу в ближайшие дни, и во взаимодействии с органами правопорядка, то есть Министерством внутренних дел, мы будем проводить мероприятия по ограничению граждан, имеющих задолженности, в отношении них, чтобы применить статью этого закона. Добросовестные должники зачастую предлагают банку добровольно свое имущество в счет оплаты долга, то есть в качестве отступного. Это опять же все происходит по взаимному согласию заемщика и банка. Насколько банк готов принять это имущество, соответствует ли его стоимость размеру долга, который сложился уже на момент, когда встает вопрос о заключении соглашения об отступном. И в этом случае, если есть волеизъявление, заключается сделка, которая подлежит нотариальному удостоверению, если это недвижимое имущество. В таком случае собственность на залог переходит к банку на основании волеизъявления обеих сторон, заемщика и банка. А банк впоследствии вправе реализовать его по той стоимости, которую он установит. То имущество, которое находится у нас в собственности, мы его реализуем, информация о нем общедоступна. Каждое заинтересованное лицо, которое хочет приобрести это имущество, может обратиться в банк и получить более подробную информацию. В том числе информация о таком имуществе, которое находится у нас в собственности,
и которая продается, и информация о стоимости этих объектов размещена на сайте Сбербанка. Здравствуйте, Беслан Владиславович. В Сберегательном банке нам рассказали о стандартных кредитных продуктах. Расскажите, пожалуйста, о кредитах, которые выдаются через наблюдательный совет. Как там принимается решение? Здравствуйте. Как вы знаете, в Сберегательном банке уже более года реализуются программы по предоставлению кредитов. Это кредиты зарплатные, пенсионные, потребительские. Десятки людей ежедневно получают кредиты по этой программе. Но бывают ситуации, когда по тем или иным причинам им отказывают. Причины связаны с тем, что заемщик не удовлетворяет требованиям, предъявляемым к участникам программы. Например, возраст не 75 лет, как требуется участникам программы, а 76 лет. Или наличие доходов на картах должно быть не менее 20 тысяч рублей для двоих участников. А, допустим, находят поручителей, у которых суммарный доход составляет 19 500. И в этом случае, конечно же, по стандартным правилам заемщикам отказывают. Тогда люди имеют право обратиться в головной офис Сберегательного банка с просьбой рассмотреть в индивидуальном порядке возможность получения кредита. Бывают случаи, когда находят поручителей, но нет 20 тысяч рублей на двух картах, и они предлагают третьего поручителя. Суммарно доход составляет там более 20 до 30 тысяч рублей. Естественно, мы таким людям не отказываем. Мы на наблюдательном совете Сберегательного банка принимаем решение о предоставлении кредита. То, что выдаются кредиты, это очень хорошо, но недовольство со стороны людей остается. Проценты действительно очень большие. Как-то эту ситуацию можно изменить? Есть ли перспективы, что процентная ставка снизится? Сегодня у нас в Абхазии очень высокие ставки процента, и связано это с тем, что с одной стороны предложение денег свободных ограничено, а с другой стороны спрос колоссально большой. К примеру, ежемесячно Сберегательный банк выдает до 100 миллионов рублей кредитов. В прошлом году, по итогам 2018 года, более 7 тысяч граждан получили кредиты. Естественно, ставка, которая является высокой, является рыночной. Она позволяет балансировать между спросом и предложением. Безусловно, можно вмешаться административно. То есть что сказать, ставки будут с завтрашнего дня у нас низкими, допустим, 10% в месяц, 12%, как люди ожидают. Но возникает вопрос, где взять эти деньги, которые предоставляются в виде кредитов. К сожалению, многие люди не очень осведомлены о характере работы самого банка, откуда берутся деньги. Многим кажется, что это деньги государственные, которые в неограниченном количестве имеются в стране и можно предоставлять под любую ставку. На самом деле сегодня Сберегательный банк предоставляет кредиты исключительно за счет вкладов населения. Значит, если бы Сберегательный банк устанавливал низкие ставки, как желает население, то есть ниже рыночной, да, закончилось бы это тем, что желающих получить кредиты было бы еще больше, денег было бы еще меньше, и возник бы дефицит. То есть, грубо говоря, на каждую 1000 рублей кредита был бы не один заемщик, а несколько заемщиков. И тогда возникла бы ситуация, что спрос значительно превышает предложение, и здесь возник бы риск коррупции, взяток, знакомства, телефонного права. Сегодня любой гражданин Абхазии может обратиться в отделение Сбербанка, не имея ни знакомых, ни блата, не платя никакие деньги, ни взятки, а просто представиться, привести поручителя и спокойно получить кредиты. То есть я могу сказать, что мы в ближайшей перспективе говорить о снижении ставок, к сожалению, не можем, потому что нет ресурсов. Беслан Владиславович, в обществе ходят слухи о том, что кредиты выдаются лишь приближенным к власти, либо тем, у кого есть связи с банкирами самими. Так ли это на самом деле? На самом деле слухи не совсем не обоснованы, потому что история Сберегательного банка показала о том, что узкому кругу лиц были выданы колоссальные суммы денег, которые в основном не вернулись, и до сих пор Сбербанк трясет именно потому, что так безответственно предоставлялись кредиты. Сегодня эта тема закрыта, у нас сегодня каждый гражданин может обратиться в Сбербанк и получить кредиты. Я вот могу сказать, что на данный момент клиентами Сберегательного банка, кто взял кредиты и обслуживает, является около 15 тысяч человек.
очень сложно представить, что у всех доступ к власти и так далее. Другое дело, хочу сказать, что многие люди считают, что получение кредита – это такой социальный проект, то есть это такое же требование государства, как получение пенсии, зарплаты и так далее. Сберегательный банк, хоть он и государственным является, да, но он является коммерческим с точки зрения своей деятельности. Его задача направлена на получение, на максимизацию прибыли. И, естественно, его в первую очередь интересует вопрос возвратности денег. Сегодня складывается ситуация, когда мы даже не все объекты недвижимости принимаем в сберегательный банк в качестве залога, потому что у нас не развита рыночная инфраструктура. То есть мы понимаем, что есть объект, он на самом деле стоит больших денег, но в то же время мы видим, что нет рынка недвижимости, что, получив недвижимость вместо, возврата денег, сберегательный банк столкнется с тем, что реализовать ее на рынке практически невозможно, потому что нет покупателей. И поэтому отсутствие вот этих всех механизмов, инфраструктуры, механизмов возврата кредита, возможности продать, реализовать недвижимость, все это накладывает свои отпечатки и ограничивает возможности людей в получении кредита. На данный момент все кредиты приостановлены, потому что ресурсов у банка коммерческого сберегательного отсутствуют. Я думаю, что несколько месяцев у нас будет мораторий на предоставление кредита, и как только сберегательный банк накопит ресурсы в виде вкладов от населения, в виде возврата ранее выданных кредитов, то заново будут запущены, может быть, старые, а может быть, к тому времени разработаны и новые программы, которые будут удовлетворять потребности населения в кредитных ресурсах. Спасибо за разъяснение. Всего доброго. Спасибо, всего вам хорошего. Кредит – это ответственность перед банком, заемщиком и в первую очередь перед самим собой. Он может стать удобным финансовым инструментом, если грамотно им воспользоваться, или же обернуться головной болью. Нужно понимать, что банк – это система, у которой нет ни сердца, ни души. И ваша финансовая репутация в этом вопросе играет не последнюю роль. Смотрите нас в эфире Абхазского телевидения и будьте в курсе.